Вы ищете работу. Для начала вам нужно знать, что поиск работы – это сложный и ответственный процесс. Он начинается с поиска объявлений о вакансиях. Глоссарий. Вакансия – свободная должность в компании или организации, на которую требуется сотрудник. Где следует искать вакансии? Центр занятости граждан. В Кыргызстане существует Центр занятости Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики. Этот центр хранит базу данных с вакансиями, которые он получает от разных работодателей. Можно встать в Центре занятости на учет и получать информацию по мере поступлений подходящих вам вакансий. Центр занятости находится по адресу улица Токтогула, дом 237. Однако большинство вакансий в Центре занятости предназначены для специалистов с низкой квалификацией и часто без высшего образования. К примеру, для разнорабочих, грузчиков или водителей с личным авто. Поэтому обращаться в этот центр стоит в зависимости от вашей специальности. Газеты. Существует множество газет, в которых публикуются объявления с вакансиями. Купите пятничный выпуск популярной газеты с объявлениями и изучите опубликованные там вакансии. Их вы найдете в разделе «Объявления. Работа». Необходимо регулярно просматривать газеты, изучая обновления. Тем не менее, стоит помнить, что газеты являются устаревающим носителем информации. Сегодня существует множество специализированных веб-сайтов с информацией о вакансиях. Онлайн-ресурсы. Информация на сайтах обновляется регулярно. Можно подписаться на объявления о вакансиях на определенные профессии и получать уведомления на почту. В Кыргызстане самыми популярными сайтами вакансий являются Job.kg, Jobdesk.kg, Зарплата.kg, Карьерист.kg, Employment.kg и другие. Кроме того, работу можно искать по объявлениям, размещенным в социальных сетях и форумах. Например, на популярном форуме dieselelcat.kg ежедневно размещают десятки вакансий. Также в различных группах в социальных сетях, к примеру, Facebook, существуют разделы группы с объявлениями о вакансиях для тех, кто ищет работу. Изучение вакансий. Внимательно изучайте вакансии, которые вас заинтересовали. Изложена ли в объявлении вся информация о должностных и квалификационных требованиях, графике работы, заработной плате? Подходите ли вы к этой работе по возрасту, образованию, служебному опыту? Предупреждение. Остерегайтесь мошенников. Объявления о вакансии важно изучать детально, так как за ними могут скрываться недобросовестные люди. Бывает так, что в объявлении о работе представлены чрезмерно привлекательные условия. Например, высокооплачиваемая работа можно без опыта. Работа можно без высшего образования, зарплата от 40 тысяч сомов. Высокооплачиваемая работа для девушек с привлекательной внешностью, работа за рубежом и так далее. Но ведь здесь очень хорошие условия, большая зарплата и не надо опыта работ. Чем это может грозить? Как правило, именно такие объявления являются самыми ненадежными, а иногда даже опасными. Ведь нередко жертвы таких объявлений попадают в трудовое или сексуальное рабство. Поэтому в таких случаях необходимо проверить информацию о работодателе. Сделать это можно в Центре трудоустройства граждан. Если этот работодатель не зарегистрирован в этом центре, то это должно вызвать у вас сомнения. Кроме того, можно получить консультацию, позвонив в горячую линию по номерам 0800 400 189 или 189. Там вас могут предостеречь и проконсультировать об основных рисках попадания в рабство. Как видите, поиск работы предполагает не только нахождение возможностей трудоустройства, но также и защиту ваших личных интересов и безопасности.